вечер. Это программа «Обозреватель». С вами Елена Спиридонова. В Санкт-Петербурге арестовали одного из организаторов ячейки, запрещенной в России организации «Хизбут Тахрир». По некоторым данным, он занимался вербовкой молодых людей. Студентка МГУ Варвара Караулова, которую спецслужбы смогли перехватить на турецко-сирийской границе, больше не хочет в Сирии, ждет возвращения домой. Секретарь Совбеза Патрушев признал, это далеко не единственный случай. Террористические группировки активно привлекают в свои ряды, в том числе и россиян, сосредотачивая усилия на молодежи и национальных меньшинствах. Чем их так привлекает халифат? Что ему можно противопоставить в идеологическом плане? Об этом говорим сегодня с экспертами. И, как обычно, вам задаем вопрос на сайте RBC TV, rbc.ru. Спрашиваем, чем объясняется, на ваш взгляд, большое количество российских добровольцев в рядах исламского государства. 3 варианта ответа. Привлекательность радикальной идеологии, так думает примерно 20% аудитории. Социальной неустроенностью, вот этот вариант ответа набирает наибольшее количество голосов, почти 65,5%. И плохой работой спецслужб, так думает примерно 15%. Со мной в студии Ахмед Ярлыкапов, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО. Ахмед, здравствуйте. Здравствуйте. Вот большинство нашей аудитории считает, что все-таки проблема в социальной неустроенности молодежи и национальных меньшинств. Как вам кажется, действительно это основная причина? Почему вот мы наблюдаем вот это вот явление достаточно быстрого, динамичного распространения идей халифата? Да, вот основная аудитория – это молодежь где-то примерно от 16 до 26 лет. И наши исследования, которые мы проводили, они говорят о том, что действительно эта молодежь ищет социальную справедливость. Вот этот лозунг, да, социальной справедливости, он оказывается для них очень важным. Вот, в силу самых разных причин. Причины называются молодыми людьми. Это коррупция, это отсутствие социальных лифтов, да, невозможность устроиться у себя в регионе, какие-то другие проблемы, которые связаны даже в случае, допустим, миграции в какие-то крупные города. Да, эти молодые люди сталкиваются с разного уровня проблемами. И все это их толкает на вот поиски вот этой самой социальной справедливости. Вот, знаете, еще один эксперт, с которым мы пообщались до эфира, президент Института Ближнего Востока Евгений Станускин, в принципе, с вами согласен. Вот что он, собственно, говорит, давайте послушаем. Идет работа по социальным сетям, идет работа в интернете, идет работа колоссальная по тысячам ресурсов, уничтожить которые одними только техническими средствами ФСБ невозможно в принципе. Большая часть всех этих порталов размещена на западных серверах. И без того, чтобы этим занялась служба АНБ, которая хвалится, что она все может, и она с технологической точки зрения величайшая на планете, что основано, видимо, так. Здесь делать ничего нельзя. А АНБ некогда. Люди туда идут не потому, что они звери из нашей страны. Я еще ни одного Чикатило, который туда бы из России путешествовал, чтобы всласть голов порезать, не видит. Они идут в основном за социальной справедливостью. Ну вот социальная справедливость, да, вновь прозвучала в нашем эфире. Про способы вербовки обязательно поговорим, потому что это, безусловно, важно. Вопрос возникает, они что там находят, социальную справедливость? Вот за счет чего их убеждают люди, которые вербовкой занимаются? В том, что именно там они могут помочь обездоленным и обиженным? Ну, дело в том, что в первую очередь люди из исламского государства сосредоточились на пропаганде. И пропаганда построена... Очень профессионально. Очень профессионально, очередь, да. Есть люди из залива некоторые, которые получили прекрасное образование на Западе и которые поставили вот производство пропагандистских материалов на самый высокий уровень. И представьте себе, пропаганда сосредоточена на, в том числе и русскоязычной аудитории, потому что после арабского и английского языка русский язык третий по количеству материалов, которые производятся вот, пропагандистской машиной исламского государства. И это говорит о том, что русскоязычные, да, не только русские, не только россияне, вообще русскоязычная аудитория – это целевая аудитория для исламского государства. Очень высоко ценятся люди. Что этой пропаганде можно противопоставить? Этот вопрос я адресую Алексею Гришину, он тоже участвует в нашей дискуссии на дистанционной связи. С нами президент информационно-аналитического центра «Религии и общество» Алексей Алексеевич. Добрый день.
Что можно противопоставить пропаганде исламского государства? Вы общаетесь с подрастающим поколением, работаете со студентами. Вот по вашим ощущениям, что могло бы на них подействовать? Нет, ну давайте так. Существует модель непосредственного воздействия на экстремистских вербовщиков. Да? Это и силовые службы, когда работают, это когда работают в социальных сетях специальные люди. А есть система профилактики. Вот если мы говорим о системе профилактики, то нужно начинать, грубо говоря, с детского сада, чтобы объяснять детям, там, с плохим дядей не ходи в лес куда-нибудь, с площадки детской не уходи. То есть выставить систему неких ценностей для молодых людей уже к возрасту 16-17 лет, чтобы они были воспитаны в плане невосприимчивости к экстремистской пропагандистской деятельности. А непосредственно, вот, когда ведется уже какое-то идеологическое воздействие, то очень тяжело отловить этих людей. Потому что ни на стадии, когда работает наводчик, ни на стадии, когда работает так называемый мотивировщик или мотиватор, отловить практически невозможно. Только по внешним изменениям самого объекта воздействия пропаганды. А какие внешние изменения происходят? Какие изменения происходят? Ну, человек начинает больше замыкаться в себе, ну, как-то уходить в некую свою, так сказать, реальность, свою социальную группу по общению, начинает ставить себя немножко выше других. Вы знаете, некоторые говорят, перестает ругаться матом, пить и курить. Вот тоже, как ни странно, признаки. Вот, ко всему прочему, вот возвращаясь немножко к первому вопросу, вы знаете, мы можем построить, работа же ведется очень часто в социальных сетях, и мы можем построить работу таким образом, что спецслужбы могут это построить, что осуществляют вербовку, как будто вербуются. Показательно выявляют несколько мотиваторов, мотивировщиков и вербовщиков, и их публично осуждают. Так, чтобы эти процессы были гласные. Тогда мы сможем ограничить вот ту свободу, которую вот эти вербовщики сейчас имеют в интернете. К сожалению, они работают совершенно свободно, спокойно и понимают, что за ними практически никто сейчас не может уследить. Вы можете обозначить группы риска? Кто чаще всего становится жертвами вербовщиков? Мы выделяем, вот когда проводили тоже исследование, мы выделили две группы потенциальной вербовочной базы. Это молодые люди, чаще всего это так называемая интеллектуальная молодежь или учащиеся, то есть студенты вузов, колледжей, техникумов и так далее. Почему? Потому что у них есть так называемый конфликт отцов и детей, потому что у них серьезная социальная еще неустроенность, то есть им нужно доказывать обществу еще свою состоятельность. И вторая огромная группа – это мигранты, потому что они здесь абсолютно социально в России не защищены. Многие находятся нелегально, потому что в нелегальной группе работают больше всего вербовщиков. И нелегальная группа, она чем еще страшна для государства? Даже если человек видит, что его вербуют не туда, он не побежит к государству жаловаться. То есть и мотиваторы, и вербовщики, они работают в этих группах совершенно безнаказанно, зная, что люди не побегут жаловаться. Ко всему прочему, там создаются специальные условия, то есть людям создаются умышленно трудные условия, из которых якобы их выручают. А потом приходят и на основе исламского братства, на основе того, что мы тебе помогли, и ты должен нам ответить, происходит мотивировочная работа и вербовка. Ну что ж, спасибо. Алексей Гришин с нами был на дистанционной связи. Ахмед, а вот вы можете что-то добавить по поводу вербовки? Вот как вот механизм работает? Да, конечно. Я хотел бы обратить внимание на то, что вербовка идет не только в соцсетях и не только в интернете. Это отдельно. Да. Дело в том, что сейчас, к сожалению, идет активное налаживание вербовочных сетей, реальных, не виртуальных, не в интернете, реальных вербовочных сетей у нас в стране. И эта сеть
очень разветвлена. Я должен сказать, что не только Северный Кавказ опутан этой сетью Северного опутан... Кавказа больше всего, в общем-то, туда добровольцев. Да, но эта сеть сейчас расширяется, распространяется, она опутывает в том числе и богатые мигрантами районы нефтедобычи, в том числе такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, и в том числе такие города интересные, вроде Астрахани. Насчет вербовки, я хотел бы сказать... Почему именно в этих городах, собственно, возникает эпицентр? Дело в том, что, допустим, крупные города, это очень много людей, мигранты, и больше социально незащищенных. Много социальных проблем. И если мы возьмем север, например, российский, то там действительно довольно много мигрантов, причем и внутренних тоже, не внешних. Говоря о группах риска, я бы сказал, что есть политика, вербовочная политика исламского государства. Она очень четкая, она очень стратегически выверенная. И с этим надо считаться обязательно, потому что исламское государство целенаправленно работает для того, чтобы больше всего привлекать определенных людей. Например, очень большим спросом пользуются врачи, естественно. Те, которые необходимы для функционирования. И хирурги. Хирурги нужны не только для того, чтобы там проводить операции и так далее. Хирурги нужны еще для того, чтобы поддерживать развивающуюся в исламском государстве трансплантологию и бизнес по продаже органов. Это один из моментов пополнения финансов, собственно говоря, исламского государства. То есть, в отношении таких идеологических добровольцев, типа Варвары Карауловой, самый яркий пример последнего времени, здесь какой процент они примерно составляют и для чего они необходимы исламскому государству, которое, я обращаю ваше внимание, Верховным судом России признано террористической организацией, деятельность на территории России запрещена? Да, естественно, люди, которые туда едут по своим убеждениям, их большинство, подавляющее большинство, иначе бы они не ехали бы туда. Это пушечное мясо? Это что? Да, в том числе это пушечное мясо, но еще раз обращаю ваше внимание на то, что русскоязычные очень ценятся там, потому что это достаточно высокие профессионалы, врачи, хирурги ценятся, ценятся те, кто идет воевать, тоже из России и из стран СНГ. То есть это люди, девушки, например... Какая судьба эту девушку могла бы ожидать, если бы она все-таки добралась до силы? Да, девушки, например, в основном, они, конечно же, идут женами. Их будут брать в качестве жен. И служат способом передачи информации, как недавно, согласно обнародованным разведданным, стало известно. Сейчас к нам присоединяется Георгий Мирский, востоковед, заслуженный деятель науки России. Георгий Ильич, добрый вечер. Здравствуйте. Мы сегодня обсуждаем в очередной раз привлекательность халифата на фоне тех последних событий, которые произошли в том числе и в нашей стране, этот случай с Варварой Карауловой. Возникает тут такой вопрос. Как вам кажется, что можно противопоставить привлекательности этой идеологии для определенных фокус-групп, в частности для молодежи? Так тут ведь надо понять, почему люди идут в исламское государство. Есть несколько вариантов. Что касается мусульман, это другое дело. Это как раз легче понять, потому что, когда им внушают, что сейчас идет всемирная война империалистов и сионистов, американцев и евреев против ислама, значит, ваш долг защищать, вы часть этой всемирной великой силы. Это как раз понятно. И люди через интернет, через мечети, через друзей, они постепенно могут дойти до такого состояния, когда им скажут, так надо же действовать что-то. Ты читаешь, ты там пишешь в интернете, поезжай в Сирию. Это понятно. Если люди такое уже имеют представление о своей жизни, о своем долге, то тут очень трудно что-то сделать, очень трудно. Другой вариант – это русские, или там французы, или немцы, неважно, христиане, которые принимают ислам. Тут надо смотреть, что, собственно, им не хватает. Что? С мусульманами понятно, они защищают свою великую умму, свое сообщество. А эти что? Что им не хватает? Это, как правило, люди из состоятельных семей, люди хорошо образованные,
Понимаете, это не то, что какие-то несчастные, обездоленные, нищие, неграмотные, ничего подобного. Так вот, я вам скажу, что до тех пор, пока они не связались с исламистами, не надели хиджаб и не стали себя вести так, как эта вот девушка Варвара, это все замечали, писали, что она там ходит в туалет в университете 5 раз там молиться и с хиджабом и так далее, и так далее. И родители не должны были знать, что она... Но не обращая внимания. Обычная наша халатность, расхлябанность, безалаберность, мало ли что. Да и разговоры к тому же, а что, мол, подумаешь, хиджаб. Кто может запретить? Что хочет человек, кто носит на голове. Не понимая того, что если женщина надевает хиджаб, значит, она уже отделяется от общества, от нации. Значит, она уже подчеркивает, что для нее на переднем плане не то, что она российская гражданка, а то, что она мусульманка. Хорошо, тут ничего Так нет. чего ей не хватает в данном случае? Вот это никто не может сказать, понимаете? Почему образованная, умная, состоятельной семьи девочка, вот что, это психологические вещи, до тех пор, пока она уже не стала надевать хиджаб и лезть в интернет с этими мусульманскими всякими проповедями и так далее, и общаться до тех пор, пока уже незаметно. Вы ничего не сделаете, потому что как вы залезете в душу человеку? Спасибо большое. Георгий Мирский был с нами на связи. Ну, собственно, да, о природе, о том, что нечего предложить. Вы знаете, я бы просто добавил бы, что вот особенностью исламского государства является не то, что они там против сионистов, там крестоносцев и так далее выступают. Нет, наоборот. Они в своей пропаганде обращают внимание на то, что вот во всех ваших бедах виновны конкретные местные власти. И вот это подкупает. подкупает. То есть это политически мотивированная история? Конечно, это подкупает людей. И люди действительно задумываются, когда им говорят о каких-то там, да, общем крестоносцы там, и так далее, сионисты, ну это общие слова. А когда человеку говорят конкретно, вот твой враг, вот твой враг. И мы, вот исламское государство, да, вот с ними будем бороться, и мы уже с ними успешно боремся. Вот это очень сильно влияет на людей. Предлагаю послушать еще один синхрон Евгения Становского по поводу опасности этой истории непосредственно для России. Как все это дальше будет развиваться? Нас ждет то, что радикальный ислам, террористический ислам будет разветвляться, укрепляться, обрастать деньгами, профессионалами и оружием, обрушивать целые страны, захватывать целые страны. Затем раскалываться в борьбе за добычу, как это всегда, собственно говоря, и было. Ничего хорошего здесь не ждет Европу. Россия в этом отношении страна не демократичная, не толерантная, отобьется. Ну, Евгений Янович в свойственной ему саркастической манере описал, собственно, в чем прелесть недемократичности России. По крайней мере, от исламского государства отобьется. Но все-таки действительно вот опасность, исходящая от этой террористической организации, она гипотетическая, либо все-таки она реальная? Нет, для России она сегодня уже совершенно реальная. Я говорил вам, например, о разворачивающихся сетях вербовки. Это ведь часть исламского государства уже. Кроме того, надо обратить внимание на то, что на Северном Кавказе сейчас бывший Эмират Кавказ практически прекратил свое существование. Вместо него появился филиал этого самого исламского государства. Получается, правильно я понимаю, что даже если удастся победить исламское государство на территории Ирака и Сирии, на что по заявлению Госдепа потребуется от 3 до 5 лет, хотя это отдельная тема для разговора, то, собственно, опасность не исчезнет? Нет, конечно. И именно поэтому исламское государство... То есть это метастазы от Ирака? Нет, те, кто создает это самое исламское государство, именно поэтому работают на двух направлениях. Да? С одной стороны создают вот это самое реальное государство, с другой стороны создают расширяющуюся террористическую сеть. Вот Россия должна опасаться именно этой террористической сети. А что Россия должна делать? Ну, в первую очередь, очень четко следить за тем, чтобы те, кто уехал, не проникали на территорию России. В первую очередь. Потому что они будут развивать и распространять эту сеть. Ну, это, опять же, работа спецслужб. Ну что ж, спасибо большое. Время, к сожалению, закончилась наша программа. Я напоминаю, что со мной в студии сегодня был Ахмед Елакапов, а на дистанционной связи с нами были Алексей Гришин и Георгий Мирский. Всего доброго и до новых встреч. Oh.